Когда я узнал, что мой единственный сын на самом деле сын моего родного брата, я почувствовал, будто кто-то вырвал мое сердце, бросил на землю и растоптал. 40 лет лжи. 40 лет я верил в этот спектакль. Здравствуйте, дорогие мои. С вами дед Григорий, мне уже 78 лет, и говорю я с вами со своей веранды в Тутаеве, что в Ярославской области, а прямо подо мной несет свои воды Волга-матушка. Сижу я в своем кресле-качалке. Рядом старый вентилятор. Шуму от него больше, чем ветра, но хоть комаров отгоняет. Жизнь она такая, полоса белая, полоса черная. Но то, что я вам сегодня поведаю, самая тяжелая история из всех, что мне довелось пережить. Я родился в 1947 году в простом домике на берегу Волги. Отец мой был рыбаком и лодочником. Перевозил людей и товары с одного берега на другой. Мать занималась домом, да торговала на рынке с оленями и пирогами. У нас в семье было 6 детей. Я самый старший. За мной шел Андрей. Он был на 2 года младше, а потом еще 4 сестренки. Рос я, как и все мальчишки того времени, босиком, с удочкой на реке, лазая по деревьям и с малых лет помогая родителям. В детстве мы с Андреем были не разлей вода. Делили все. И самодельные деревянные игрушки, и приключения на реке, и нагоняя от отца за проказы. «Гриша», — говорил мне отец, — «ты старший, подавай пример». И я относился к этому со всей серьезностью. Чувствовал себя ответственным за брата. Если он попадал в переделку, я был тут как тут. Если нужно было дать отпор ребятам с другого берега, мы всегда стояли плечом к плечу. Годы шли, мы повзрослели. Я всегда был более молчаливым, работящим. Андрей — моя полная противоположность. Обаятельный, разговорчивый. Умел и истории рассказывать, и на гитаре играть. И плясал так, что все девчонки на вечерках были его. Я им восхищался, потому что сам всегда робел заговорить с девушками. И вот тогда, когда мне был 21 год, я встретил Марию. Боже мой, что это была за девушка? Длинные черные волосы, большие карие глаза и улыбка, которая, казалось, освещала все вокруг. Она приехала в Тутаев из Ярославля к тетке, после того, как ее родители погибли в аварии. Днем работала в аптеке, а по вечерам училась. Мечтала стать учительницей. Впервые я увидел Машу в церкви, на воскресной службе. Она вошла с теткой и села на несколько скамей впереди меня. Я всю службу не мог оторвать глаз от ее затылка, от того, как волнами лежали ее волосы на спине. Даже проповедь батюшки прослушал. А после службы набрался смелости и подошел познакомиться. Она застенчиво улыбнулась и сказала, что уже видела меня на рынке. Я помогал отцу продавать рыбу. Я стал каждый день проходить мимо аптеки, выдумывая предлоги, чтобы зайти. То таблетку от головы, то бинт, то мазь от царапины. Она тихонько смеялась. Думаю, уже тогда все понимала. Однажды я набрался храбрости и пригласил ее на мороженое после работы. К моему удивлению, она согласилась. Наша любовь была простой и красивой, как это бывало в те времена. Мы встречались 2 года. Все чинно, с уважением. Я забирал ее с работы, мы гуляли по набережной, держась за руки, и говорили о будущем. Я работал с отцом, скопил немного денег
И на участке, что подарил мне дед, начал строить небольшой домик. Я хотел дать Марии будущее, показать, что я серьезный, семейный человек. Мы поженились в 1970 году. Церемония была скромной в нашем храме. Денег у нас было немного, но во дворе у ее тетки мы устроили славный праздник. Моя мать и сестры всю неделю готовили. Тут были и пироги, и домашние соленья, и ухо, все, чем славится Поволжье. Андрей был моим свидетелем. Играл на гитаре и пел романсы. А Маша была прекрасна в простом белом платье, которое ей помогли сшить мои сестры. Первые годы брака стали самыми счастливыми в моей жизни. Наш домик, маленький, но уютный, стоял прямо у реки. Я уходил рыбачить на рассвете, а возвращался с полными сетями. Маша сначала работала в аптеке, а потом устроилась секретарем в местную школу. По вечерам она продолжала учиться, чтобы исполнить свою мечту — стать учительницей. Удивительно целеустремленная была моя Машенька. Была лишь одна беда. Время шло, а ребенок, которого мы так ждали, все не появлялся. Спустя 3 года попыток Маши стала грустной и тревожной. Мы ходили к врачам, к знахаркам, молились, давали обеты. В ту пору не было всех этих современных методов лечения, оставалось уповать лишь на веру. Именно тогда в Тутаев вернулся Андрей. Брат мой уезжал попытать счастье в Москву. Работал на заводе, потом стал торговым представителем. Он всегда был непоседой, не мог долго сидеть на одном месте. Вернулся со словами, что большой город не для него, что соскучился по реке, по спокойной жизни. На несколько месяцев он остановился у нас, пока не нашел себе отдельное жилье. В 1974 году, когда мы уже почти потеряли надежду, Маша сообщила мне самую счастливую новость в моей жизни. Она беременна. Я плакал, как ребенок. Встал на колени и поцеловал ее еще плоский живот. Следующие 9 месяцев я окружал жену заботой, пристроил к дому еще одну комнатку и своими руками смастерил из дерева колыбель. Андрей, который уже жил отдельно, но почти все время проводил у нас, шутил, что я переживаю беременность больше, чем сама Маша. Когда в одну жаркую декабрьскую ночь родился Иван, я думал, мое сердце разорвется от любви. Крепкий, розовощекий мальчик с темным пушком на голове. Я взял его на руки, боясь сломать это крошечное создание. Маша, уставшая после родов, но сияющая, смотрела на нас с кровати. «А, смотри, Гриша, у него твои глаза», — сказала она. Я никакого сходства не видел, но гордо кивнул. Позже многие говорили, что Ваня больше похож на родню матери, но мне было все равно. Он был мой сын, мой мальчик, мой наследник. Годы шли. Ваня рос крепким и здоровым. Был умным мальчиком. Рано начал ходить и говорить без умолку. С ранних лет у него проявился талант к музыке. Он обожал слушать радио, постоянно что-то напевал и отбивал ритм на всем, что попадалось под руку. Когда ему исполнилось 6 лет, я, подкопив денег с подработок, купил ему подержанную гитару. Это был лучший подарок в его жизни. А первые аккорды ему показал Андрей. Брат мой так и оставался холостым, вечно менял работу, но всегда был рядом. Он стал крестным Вани, баловал его, привозил подарки. Между ними была какая-то особенная связь. Сын боготворил дядю, мечтал стать таким же, как он, когда вырастет.
«В этого парня есть дар», — говорил Андрей. «Он в меня пошел, в музыку». Я лишь гордо смеялся. Я не ревновал, наоборот. Радовался, что мой брат и сын так близки. Андрей был семьей, моей кровью. Что могло пойти не так? Маша исполнила свою мечту и стала учительницей в местной школе. Ученики ее обожали. Она была преданной своему делу, заботливой. Дома она была такой же, внимательной матерью, всегда помогала Ване с уроками, поощряла его таланты. Мы были счастливой семьей, простой, но дружной. Конечно, бывали и трудности, как в любой семье. Иногда не хватало денег, особенно когда на Волге был плохой улов. Мне пришлось искать подработку. Я стал подряжаться на стройке. Позже мы открыли небольшую лавочку прямо в доме, где Маша продавала домашнюю выпечку. Мы всегда справлялись, жили честно, время шло. Ваня стал подростком. Хороший парень, прилежный, уважительный, но с той самой юношеской строптивостью. Стал больше гулять с друзьями, они даже создали свою группу, играли на поселковых праздниках. Я порой беспокоился, хотел, чтобы он больше думал об учебе, о стабильном будущем, а не о музыке. Маша была спокойнее. «Оставь его, Гриша, у него еще есть время решить. Пусть пока помечтает». Так и пролетели годы. Ваня окончил школу и, как когда-то его дядя, решил ехать в Москву. Он хотел учиться музыке, поступить в консерваторию. Было трудно его отпускать, но мы понимали, что его мир не может ограничиться одним Тутаевым. Маш проплакала неделю. Я делал вид, что держусь, но тоже страдал от его отсутствия. Ваня приезжал на каникулы, на праздники. Он поступил в музыкальное училище, потом стал давать уроки, играть по вечерам в барах. Когда мог, присылал нам деньги. И всегда звонил по воскресеньям. Мы гордились тем, каким человеком стал наш мальчик. В 2010 году, когда Ване было уже 36 лет, он был женат, растил маленького сына и прочно обосновался в Москве, наша жизнь перевернулась. Маша начала жаловаться на боли, стала худеть без видимой причины. Анализы принесли новость, которую боится услышать любая семья. Рак в запущенной стадии. Следующие 2 года были ежедневной борьбой. Маша встретила болезнь с тем же мужеством, с каким встречала все трудности в жизни. Она проходила лечение, химиотерапию и все равно находила в себе силы улыбаться, утешать меня, когда я падал духом. Ваня приезжал, как только мог, оставался на несколько дней, помогал ухаживать за матерью. Андрей тоже был рядом. Приносил фрукты, разговаривал с Машей, играл на гитаре, чтобы отвлечь ее от боли. В 2012-м дождливым июньским днем Маша ушла. Она была дома, как ей хотела. В последние минуты она держала мою руку с одной стороны и руку Вани с другой. Ее последними словами были «береги нашего мальчика». Потом она закрыла глаза и ушла, забрав с собой огромный кусок моего сердца. Похороны были скромными, как и вся ее жизнь. Церковь была полна народу. Машу в городе любили, она многих выучила. Ваня играл на гитаре и пел ее любимую песню. Я едва держался на ногах, меня поддерживали племянники. Андрей, не стесняясь, рыдал, припав к гробу. Ваня оставался со мной 2 недели после похорон, но ему нужно было возвращаться к своей жизни, к своей семье. Андрей заходил каждый день, приносил еду, заставлял меня есть, не давал сдаться,
Сестры тоже по очереди заботились обо мне. Но когда наступала ночь, и я оставался один в этом доме, полном воспоминаний, боль становилась невыносимой. Так прошли месяцы. Я выживал, цепляясь за прошлое, стараясь чтить память о жизни, которую мы с Машей построили вместе. Лавочка оставалась открытой. Скорее для того, чтобы занять мысли, чем по необходимости. Пенсии, моей, рыбацкой, и машиной на жизнь хватало. Ваня звонил каждое воскресенье и приезжал каждые 2 месяца. Внук, которого назвали в честь дяди Полик, рос быстро. Ему было уже 4 года. Это были редкие мгновения радости в моей новой одинокой жизни. Я продолжал жить, потому что знал, Маша хотела бы этого. Я обещал ей, что буду заботиться о нашем мальчике. Но я и представить не мог, насколько трудно будет сдержать это обещание. Не из-за любви к Ване она не уменьшилась ни на грамм, а из-за того, что я обнаружил всего через несколько месяцев после ухода Маши. Тайна, хранимая почти 4 десятилетия, которая навсегда изменила мой взгляд на мой брак, на моего брата и на сына, которого я всю жизнь любил, считая своим. То, что я собираюсь рассказать сейчас, самая мучительная часть этой истории. День, когда земля разверзлась у меня под ногами. День, когда я понял, что иногда враг спит под одной крышей с тобой, ест за одним столом и носит ту же кровь, что и ты. Был октябрь 2012 года. 4 месяца прошло с тех пор, как я похоронил свою Машеньку. Ночи по-прежнему были самым тяжелым временем. Кровать казалась огромной для одного, а тишина дома, которую раньше наполняло ее дыхание, стук кастрюль на кухне или звук телевизора, под который она проверяла тетради, давила на меня. В тот дождливый день я, наконец, решился сделать то, что откладывал месяцами — разобрать ее вещи. Платья, кофты, туфли — все оставалось на своих местах, будто она вот-вот вернется. Дочери говорили, что это нездорово, что нужно потихоньку прощаться. Я решил попробовать. Открыв шкаф, я почувствовал ее запах. Смесь лаванды и чего-то еще, неуловимого, родного. Я просто стоял и дышал, пытаясь не разрыдаться. Я начал доставать платья одно за другим, аккуратно складывая их, как это делала она. Каждая вещь была воспоминанием. Синее платье, в котором она была на юбилее нашей племянницы. Желтая блузка, которую я привез ей из Москвы. Строгий костюм, в котором она ходила в школу. Когда я добрался до нижних ящиков, где она хранила белье, носки, платки, я почувствовал, что вторгаюсь в ее личное пространство. Даже после почти 45 лет в одной постели. Маша всегда была очень щепетильна в отношении своих вещей. У нее были ящички, в которые я никогда не заглядывал. Но сейчас это было необходимо. И там, на самом дне последнего ящика, под стопкой платков, я нашел маленькую резную деревянную шкатулку, которую никогда раньше не видел. Она легко помещалась в ладони, а на крышке были вырезаны цветы. Я подумал, что там могут быть какие-то украшения, может, семейная реликвия, которую она мне никогда не показывала. Я открыл шкатулку, ожидая увидеть кольцо или брошь, но внутри лежали пожелтевшие от времени сложенные листки бумаги. Письма. Штук 7 или 8, как я прикинул на глаз. И маленькая, немного выцветшая черно-белая фотография.
Сначала я взял фото. На нем была молодая Маша, ей было должно быть лет 20 с небольшим. На ней было то самое платье, в котором она выходила за меня замуж. Она улыбалась своей лучезарной улыбкой, прислонившись к дереву где-то в городском парке. Но на фото она была не одна. Вокруг ее талии лежала мужская рука. Снимок был обрезан так, что лица второго человека не было видно. Я насторожился, но не придал этому особого значения. Может, старая фотография, может, даже со мной, просто неудачно обрезанная. Я отложил фото и взял первое письмо. Оно было адресовано Марии. Конверт пожелтевший, уже вскрытый, без обратного адреса. Только ее имя, написанное почерком, который показался мне смутно знакомым. На мгновение я засомневался. Правильно ли это? Читать личную переписку покойной жены? Не оскверню ли я ее память? Но что-то внутри любопытства, интуиция, а может, сама судьба, пожелавшая, чтобы правда вышла наружу, заставила меня развернуть листок. «Моя дорогая Машенька», начиналось письмо, датированное мартом 1974 года. «Не могу перестать думать о тебе, о нашей вчерашней встрече. Намекну, что мы поступаем неправильно, что мы предаем его доверие, но я не в силах совладать с этими чувствами. Когда я с тобой, все остальное не имеет значения». Сердце мое бешено заколотилось. 1974 год. Год, когда был зачат Ваня. Год, когда после стольких лет ожиданий Маша наконец забеременела. Письмо продолжалось описанием тайных встреч, запретных чувств, невыполнимых обещаний. Но то, что заставило кровь застыть у меня в жилах, что обрушило мой мир, была подпись в конце письма. «Навсегда твой, Андрей. Андрей, мой брат, мой родной брат». У меня подкосились ноги. Я рухнул на кровать. Письмо дрожало в моих руках. Должно быть, это ошибка. Может, другой Андрей? Какая-то злая шутка? Но в глубине души я уже знал. Этот почерк, этот слог. Это был он. Андрей и Маша. Мой брат и моя жена. С колотящимся сердцем и дрожащими руками я вскрыл остальные письма одно за другим. Все они были написаны в тот же период, с января по июль 1974 года. И все они описывали тайный роман, встречу украдкой, пока я на рассвете уходил на рыбалку. В одном из писем от апреля Андрей писал: «До сих пор не могу поверить в новость, которую ты мне сообщила. Ребенок. Наш ребенок. Я знаю, что для всего мира, для него, он будет его сыном. Но мы-то с тобой будем знать правду». Комната поплыла у меня перед глазами. Я лег на спину. Дышать стало трудно, словно на грудь мне положили неподъемный камень. Ваня. Мой Ваня. Мальчик, которого я баюкал бессонными ночами, когда у него болел животик. Парень, которого я научил рыбачить, плавать, быть честным и трудолюбивым. Мужчина, которого я считал своим сыном почти 40 лет, был сыном моего брата. Не знаю, сколько я так пролежал, глядя в потолок, с разбросанными по кровати письмами. За окном смеркалось, дождь стучал по крыше все сильнее, словно само небо плакало вместе со мной.
А я плакать не мог. Это была боль за гранью слез, за гранью любых слов. Словно из меня вырвали что-то живое, оставив лишь пустую, зияющую дыру. Воспоминания замелькали в голове, как кадры старого кино. Ваня всегда был больше похож на Андрея, чем на меня. Тот же музыкальный талант, то же природное обаяние, та же манера закидывать голову назад, когда смеется. Сколько раз я слышал от знакомых: «Парнишка-то в дядю пошел, а?» А я, дурак, гордился. «Да», — отвечал. У него к музыке дар, как у Андрея. Постоянные визиты брата, его особое отношение к Маше, его невероятная связь с Ваней — все это теперь обрело страшный, уродливый смысл. Смысл, которого я никогда не хотел видеть. Они смеялись у меня за спиной. Маша, Андрей, а может и все соседи, весь город знал, и только я один оставался в дураках. Ярость начала закипать внутри, вытесняя первоначальный шок. Ярость на Андрея, предавшего доверие родного брата. Ярость на Машу, которая обманывала меня, притворяясь, что носит моего ребенка. И ярость на самого себя. За то, что был так слеп, так наивен. В порыве гнева я схватил телефон. Хотел позвонить Андрею, немедленно высказать все. Но палец замер над диском. Что я ему скажу? Я знаю, что Ваня твой сын. А дальше что? Что это изменит? Маша уже в могиле. Ваня — взрослый мужчина со своей семьей. Какая польза от того, чтобы вытаскивать эту правду на свет после стольких лет? Я положил трубку. Мне нужно было подумать, переварить все это, прежде чем делать хоть что-то. Мой мир только что рухнул. Но солнце завтра снова взойдет, Волга продолжит свое течение, и мне нужно было решить, что делать с обломками моей жизни. Я провел бессонную ночь, перечитывая письма, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Намек на то, что, может быть, все это лишь страшное недоразумение. Но чем больше я читал, тем тверже и беспощаднее становилась правда. Ваня не мой родной сын. Он плод любви моей жены и моего брата. Я думал о Маше, о нашей совместной жизни. Неужели все это было ложью? Ее улыбки, ее ласки, ее шепот «люблю» в темноте нашей спальни. Нет, не может быть. Я прожил с этой женщиной 42 года. Я знал ее душу. Она любила меня. Я был в этом уверен. Тогда почему? Почему Андрей? Почему это предательство? Письма не давали ответа, как все началось. Они лишь описывали уже идущий роман. Наверное, я никогда не узнаю, что толкнуло Машу в объятия моего брата. Может, так и лучше. На некоторые вопросы нет ответов, которые принесли бы покой. Когда первые лучи солнца окрасили комнату в золотистый цвет, я принял решение. Я не буду говорить с Андреем, по крайней мере, пока. Мне нужно было думать о Ване, о том, как эта новость отразится на его жизни. Представить только 38-летний мужчина, всю жизнь считавший одного человека отцом, вдруг узнает, что его настоящий отец — это его дядя, что его мать и дядя были любовниками. Это разрушило бы не только его прошлое,
но, возможно, и настоящее, и будущее. Я снова спрятал письма в шкатулку и положил ее в ящик тумбочки. Взглянул на фотографию на стене. Я, Маша и Ваня в день его выпускного. 3 улыбающихся лица. Счастливая семья. Была ли это иллюзия? Или в этом счастье все же была правда, пусть и построенная на лжи? Следующие дни я жил как во сне. Механически открывал лавку, с натянутой улыбкой здоровался с покупателями, делал повседневные дела, но мыслями был далеко. По вечерам я доставал шкатулку, снова и снова перечитывал письма, ища деталь, которую упустил, объяснение, которое сделало бы боль хоть немного меньше. В воскресенье, как обычно, зазвонил телефон. Это был Ваня. Услышав его голос, я почувствовал, как к горлу подкатил ком. Это был все тот же голос. Голос моего сына. Потому что бы ни говорили эти письма, Ваня был моим сыном. Я его вырастил. Я его любил. Я был его отцом во всех смыслах, которые действительно имеют значение. «Пап, у тебя все в порядке. Ты сегодня какой-то молчаливый». Я сглотнул ком. Что на это ответить? «Нет, сынок, не все в порядке. Я только что узнал, что ты мне не родной, что твоя мать изменяла мне с моим братом, и вся моя жизнь построена на обмане. Все хорошо, сынок. Просто по маме скучаю сегодня, сам знаешь». Разговор наш был поверхностным. Он рассказывал о работе, о внуке, о жизни в Москве. Я отвечал односложно, а в голове у меня проносился вихрь мыслей. Когда мы закончили, я долго смотрел на телефон. Решение, принятое утром, уже не казалось таким верным. Имел ли Ваня право знать правду о своем происхождении? Но эта правда могла разрушить светлый образ его матери, его дяди, всего его детства. Она разрушила бы и его отношения со мной. Кем бы он меня считал? Несчастным бедолагой, которого всю жизнь водили за нос. Или, что еще хуже, обвинил бы меня в том, что я вскрыл эту рану, когда Маши уже нет в живых, и она не может защититься. А Андрей, мой брат, друг детства, моя опора, теперь человек, предавший меня самым жестоким образом. Что делать с ним? Вызвать на разговор, потребовать объяснений, вычеркнуть из жизни или сделать вид, что ничего не произошло, и до конца своих дней играть в этом спектакле? Через неделю после находки ко мне зашел нежданный гость. На пороге стоял Андрей. В руках он держал свежую рыбу, которую только что поймал. Это был обычный визит, один из многих, которые он наносил со дня смерти Маши, чтобы проверить, как я, не нужно ли чего. «Здравствуй, брат. Как ты?» Я посмотрел на него и впервые увидел что-то новое. А может, оно всегда там было, но я не замечал. Легкое беспокойство во взгляде, застарелая вина, спрятанная под широкой улыбкой. Или это лишь мое воображение? Теперь, когда я знал правду? «Потихоньку», — ответил я сухо, пропуская его в дом. Он заметил мой тон. С любопытством взглянул на меня, кладя рыбу в раковину. «Что-то случилось, Гриш? Ты сам не свой». Мне хотелось закричать, вывалить на него все, что я узнал, потребовать ответа. Но я сдержался. Я еще не был готов. Я еще ничего не решил. Просто устал. Сплю плохо. Он сочувственно кивнул. Всегда такой понимающий. «Андрей,
добрый брат, заботливый дядя, родной отец моего сына. Это нормально после такой потери. Хочешь, чаю заварю?» Я молча кивнул. Я сел за кухонный стол, а он хозяйничал в комнате, будто у себя дома. Он знал каждый уголок, знал, где что лежит. Сколько раз он был здесь с Машей, пока я уходил на рыбалку. Сколько раз они смеялись надо мной, строили планы, обменивались понимающими взглядами, пока я, наивный дурак, ничего не замечал. Мы пили чай в тишине. Он болтал о пустяках, о рыбалке, о погоде, о местных новостях. Я отвечал односложно, изучая его лицо, ища в нем черты Вани, и они были там. Теперь, когда я знал, где искать, они были очевидны. Форма носа, подбородок, манера склонять голову, когда он на чем-то сосредоточен. Как я мог не видеть этого раньше? «Ваня вчера звонил», — сказал я вдруг, внимательно наблюдая за его реакцией. Что-то мелькнуло в его глазах. Искра. Особый интерес при звуке имени его сына. Или это снова мое воображение? Да? И как он? Как Павлик? Сказал, в следующем месяце приедет в гости, внука привезет. Андрей оживился. Вот здорово. Давно я мальчишку не видел. Надо ему подарок купить. Всегда такой заботливый. Такой участливый в жизни нашего сына. Ярость снова начала подступать. Какое право он имеет вести себя так, будто он часть семьи, после всего, что сделал? Какое право он имеет улыбаться, планировать подарки, притворяться просто дядей? «Ты ведь очень любишь Ваню, да?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Конечно. Он же мой племянник. Мы всегда были близки, с самого его детства. Ты же знаешь. Племянник». Он продолжал лгать, глядя мне прямо в глаза. Или он и вправду так считал? Может, Маш так и не сказала ему наверняка, что ребенок от него? Письма показывали, что она сообщила ему о беременности так, что он поверил в свое отцовство. Но, возможно, они никогда больше не обсуждали это открыто. «Да, вы всегда были близки», — пробормотал я, уставившись в свою чашку. Андрей посидел еще немного, а потом сказал, что ему пора. Он договорился поиграть в карты с мужиками в местном клубе. Оставил почищенную рыбу в холодильнике. На прощание, как всегда, обнял меня. «Если что понадобится, брат, ты только позвони, я всегда рядом». «Брат». Это слово резануло, как нож. Когда он ушел, я направился прямиком в спальню и достал шкатулку. Письма лежали там, пожелтевшие, обвиняющие, правда, разрушившие мой мир одним дождливым октябрьским днем. Я сел на край кровати, глядя на портрет Маши на стене. Ее нежная улыбка, ее глаза, которые, казалось, видели все насквозь. «Почему Маша?» — спросил я в пустоту. «Почему он? Зачем было лгать все эти годы?» Ответа, конечно, не было. Только тишина дома, далекий шум реки и давящая тяжесть тайны, которую теперь мне предстояло нести в одиночку. Мне нужно было принять решение. Поговорить с Андреем. Рассказать правду Ване. Или унести этот секрет с собой в могилу, сохранив семью, которая хоть и была построена на лжи, во многих других смыслах была самой настоящей. Ночь опустилась на Тутаев, темная и тяжелая, как мои мысли. Я снова спрятал письма. Лег в постель, слишком большую для одного, и стал смотреть в потолок, размышляя, что делать дальше.
Одно я знал наверняка. Как прежде уже не будет. Мир, в котором я жил почти 40 лет, рухнул в тот день, когда я открыл шкатулку Маши. Теперь нужно было решить, как жить в этом новом мире. В мире, где мой сын не мой сын, мой брат не просто брат, а женщина, которую я любил, хранила тайну, способную уничтожить все, что мы вместе построили. С этими мучительными мыслями я, наконец, уснул. И мне приснилась река, вышедшая из берегов, которая сносила все на своем пути, оставляя после себя лишь пустоту потерь и туманную неопределенность завтрашнего дня. Прошло 3 недели с тех пор, как я нашел ту шкатулку. 3 недели я носил в себе эту тайну, и она с каждым днем становилась все тяжелее, отнимая сон, аппетит и желание жить. Лавка была открыта, я приветствовал покупателей, но внутри я был мертв. Мертв, как моя Маша, что покоилась теперь на кладбище у реки, куда я столько раз приносил ей цветы по воскресеньям. Каждую ночь я перечитывал эти письма, словно расковыривал рану, чтобы убедиться, что она еще болит, что я еще жив. Почерк Андрея, слова запретной любви, упоминание нашего сына. Каждое слово было как удар ножом, но я не мог остановиться. В одной из таких ночей я заметил то, что ускользнуло от меня раньше. В последнем письме от июля 74-го Андрей писал: «Я понимаю твое решение, хоть оно и разбивает мне сердце. Возможно, так будет лучше для всех нас. Он хороший человек. Он заслуживает твоей верности, а ребенок заслуживает настоящую семью, а не любовь, разорванную надвое. Я обещаю, что уеду, как ты и просила, но знай, я никогда не перестану тебя любить». Я перечитал этот отрывок несколько раз. Маша порвала с ним. Она выбрала наш брак, даже нося под сердцем ребенка от другого мужчины. Меняло ли это что-то? Делало ли предательство менее болезненным? Я не знал. Я знал лишь, что все последующие 38 лет Маша была преданной женой и образцовой матерью. Она ни разу не дала мне повода для подозрений. Может, это была лишь ошибка, минутная слабость, о которой она жалела всю оставшуюся жизнь? Мой брат, казалось, тоже сдержал обещание. Я вспомнил, что вскоре после рождения Вани он уехал из Тутаева. Почти 2 года работал где-то под Ярославлем. А когда вернулся, держал уважительную дистанцию, хоть и оставался заботливым дядей. Было ли это частью их уговора? Мысли, догадки, сомнения. Голова шла кругом. Я начал прокручивать в памяти прошлое, ища знаки, которые я проглядел. Подарки Андрея Ване. Его особый интерес к музыкальным талантам мальчика. Гордость, с которой он слушал, когда кто-то говорил, что племянник пошел в дядю. А Маша? Страдала ли она все эти годы, храня такой тяжкий секрет? Когда я заставал ее в слезах, а она говорила, что просто устала, может, это был груз вины? Когда она крепко обнимала меня и шептала, что я лучший мужчина на свете, было ли это раскаянием или настоящей любовью? Столько вопросов, на которые уже никогда не будет ответа. Маша унесла свои тайны в могилу, оставив после себя лишь горстку пожелтевших писем и сломленного старика, пытающегося собрать воедино осколки жизни, которая оказалась ложью.
В конце той третьей недели в воскресенье позвонил Ваня. Подтвердил, что приедет в следующем месяце с внуком. На все выходные. «Ты странный, пап. У тебя точно все хорошо? Как ему объяснить? Как сказать, что мой мир рухнул? Все в порядке, сынок. Просто погода на суставы действует». Я положил трубку, чувствуя себя последним лжецом. Но что я мог? Рассказать ему правду по телефону? Нет. Если я и решусь, то только глядя в глаза. Чтобы успеть схватить его за руку, чтобы заверить, что независимо от крови, он всегда будет моим сыном. В ту ночь я принял решение. Я больше не мог вариться в этом котле в одиночку. Мне нужно было поговорить с Андреем, услышать от него самого, глядя ему в глаза, правда ли то, что написано в тех письмах. На следующий день, в понедельник, я закрыл лавку пораньше и пошел к нему. Он жил в скромном домике на другой стороне города. Так и не женился, детей, насколько я знал, не было. Жил один, подрабатывал тем, что возил туристов на лодке по Волге. Когда я постучал, солнце уже садилось, окрашивая небо в багровые тона. Андрей открыл дверь в одних штанах, без рубашки, с кружкой кофе в руке. Он удивился, увидев меня. «Гриша, что-то случилось?» «Случилось», — отрезал я. 38 лет назад ты предал родного брата самым гнусным образом. Ты спал с моей женой, и она родила от тебя сына, которого я вырастил как своего. Ты разрушил мою жизнь. Нам надо поговорить». По моему лицу он понял, что дело серьезное. Он молча отступил, пропуская меня в дом. В комнате царил привычный беспорядок. В центре на стуле стояла его старая гитара. Та самая, на которой он учил играть Ваню. «Чаю?» — предложил он, пытаясь разрядить обстановку. «Не хочу я чаю, Андрей. Я хочу ответов». Он нахмурился, недоумевая. «Ответов на что?» Я вытащил из кармана письма. Руки слегка дрожали. Мне не пришлось ничего говорить. Ему было достаточно одного взгляда на старые конверты, чтобы его лицо побледнело, а глаза расширились от ужаса и узнавания. «Где ты это нашел?» «В шкатулке Маши, под ее вещами». Он взял письма дрожащими руками, глядя на них, как на змей. Он не открывал их. Ему и не нужно было. Он точно знал, что в них. «Ваня, он твой сын?» Вопрос прозвучал тверже, чем я ожидал. Прямо без обиняков. Как выстрел в упор. Андрей опустил голову, не в силах посмотреть мне в глаза. Этого ответа было достаточно. «Ты давно знаешь?» — спросил он после долгого молчания. 3 недели. Он глубоко вздохнул, провел рукой по сидеющим волосам. Казалось, он постарел на 10 лет за последние 5 минут. «Ты рассказал Ване?» «Нет, еще нет. И не знаю, расскажу ли». Снова тяжелая тишина. Наконец Андрей поднял на меня глаза. В них была боль, стыд и немая мольба о понимании. «Это было так давно, Гриша. Мы были молодые, глупые. Она была моей женой». Прервал я его. Мой голос дрожал от сдерживаемой ярости. «А ты был моим братом, моей кровью. И вы предали меня». Он снова опустил голову. Побежденно. «Я знаю, этому нет оправдания. То, что мы сделали, непростительно.
Но все закончилось еще до рождения Вани, Гриша. Это была ошибка. Минутная слабость, которая продлилась всего несколько месяцев. Маша выбрала тебя. Это всегда был ты. Но ребенок был твой, горько возразил я. Ребенок, которого мы вместе растили, любили, которого я считал продолжением своего рода, все это время был твоим. Он не ответил сразу. Мы никогда не были уверены на 100%, сказал он наконец. Маша так думала сначала, по срокам, но потом она больше не поднимала эту тему. Когда мы расстались, она ясно дала понять: кто бы ни был биологическим отцом, отцом для ребенка будешь ты. И так оно и было. И ты никогда не спрашивал? Никогда не хотел знать наверняка? Он пожал плечами. Усталый жест. А зачем? Что бы это изменило? Ты уже был его отцом во всех смыслах. А я был лишь человеком, совершившим худшую ошибку в своей жизни. Я молчал, переваривая его слова. Часть меня хотела кричать, все крушить, выгнать его из моей жизни навсегда. Другая часть хотела понять. Хотела верить, что эта давняя ошибка не определяет всю историю нашей семьи. «Ты его любишь?» — спросил я вдруг. «Ваню. Ты любишь его как сына?» Вопрос, казалось, застал его врасплох. Его глаза наполнились слезами. «Люблю», — просто ответил он. «Всегда любил. Но я никогда не пытался занять твое место, Гриша. Я никогда не хотел быть для него кем-то большим, чем дядя. Потому что в глубине души я знал, что не заслуживаю большего». Этот ответ поразил меня. В нем была такая неприкрытая честность, такая искренняя боль, которая перекликалась с моей собственной. Андрей не был хладнокровным чудовищем, спланировавшим украсть у меня сына. Он был несовершенным человеком, который совершил ужасную ошибку и почти 4 десятилетия жил с ее последствиями, издалека наблюдая за сыном, которого никогда не мог назвать своим. А Маша, она знала, что ты ее любишь? Он медленно кивнул. Думаю, да. Сначала это было просто влечение. Мы выпили лишнего, остались одни. Одно привело к другому, но потом это переросло во что-то большее, по крайней мере для меня. Он вздохнул. Маша любила тебя, Гриша. В этом у меня никогда не было сомнений. То, что случилось между нами, было ошибкой, помрачением. Когда она узнала, что беременна, то приняла решение все прекратить. Сказала, что ты заслуживаешь большего, что она не может жить во лжи. Но она продолжала лгать насчет Вани, горько заметил я. А что ей было делать? Сказать тебе, что она беременна от твоего брата? Разрушить ваш брак, вашу семью, после того, как вы годами пытались завести ребенка? Она сделала то, что считала лучшим для всех. В первую очередь для Вани. У меня не было ответа. Часть меня понимала ее решение. Другая негодовала из-за того, что я столько лет жил во лжи. А после того, как он родился, вы больше никогда? Андрей решительно покачал головой. Никогда. Все было кончено. Я уважал ее решение. Я уехал на время, ты помнишь? Когда я вернулся, мы были просто родственниками. Ничего больше.
То, что было, осталось в прошлом. Я хотел ему верить. Хотел верить, что их роман был лишь ошибкой молодости. «А Ваня?» — спросил я наконец. «Как думаешь, он должен знать правду?» Андрей выглядел по-настоящему подавленным. «Я не знаю, Гриша. Честно, не знаю. Он взрослый мужчина, у него своя семья. Какая польза ему будет от того, что он узнает, что человек, которого он всю жизнь называл отцом, не его родной отец? Что его мать и дядя были любовниками? Это принесет ему только боль. Он имеет право знать», — возразил я, хотя сам не был в этом до конца уверен. «Да», — согласился Андрей, — «но он также имеет право сохранить светлые воспоминания о своей матери, о своем детстве, о семье, которую мы построили все вместе. Пусть и с этой тайной между нами». Мы снова замолчали. «Что ты будешь делать?» — спросил, наконец, Андрей, и в голосе его слышалась тревога. Хороший вопрос. «Что я буду делать?» «Не знаю», — честно ответил я. «Мне нужно подумать». Он, понимающе кивнул. «Поступай, как считаешь нужным, Гриш. Я просто хочу, чтобы ты знал, что бы ни случилось в прошлом, ты всегда был лучшим человеком, которого я знал. Лучшим отцом, какого только мог желать Ваня. И моим лучшим другом. Хоть я и не заслуживаю твоей дружбы». Его слова ударили под дых. В них была искренность, которую я не мог игнорировать. Андрей был сломлен, полон раскаяния. Я встал, чтобы уйти, чувствуя странную пустоту. Ярость, сжигавшая меня 3 недели, уступила место глубокой, всепоглощающей печали. «Оставь письма у себя», — сказал я, указывая на бумаги в его руках. «Я не хочу их больше видеть». Он кивнул, опустив глаза. «Гриша, прости меня. Мне так жаль, что я не могу выразить это словами. Я посмотрел на этого человека. Моего брата по крови, товарища детских игр, предателя моего доверия, биологического отца моего сына. Смесь чувств захлестнула меня. Гнев, боль, печаль. Но вместе с тем и какое-то неохотное понимание человеческой слабости, ошибок, которые мы все совершаем. «Я знаю», — просто ответил я и вышел в темную тутыевскую ночь. Дорога домой была долгой. Слова Андрея эхом отдавались в моей голове, смешиваясь с фразами из писем, с воспоминаниями о Маше, с образом Вани, который рос, называя меня папой, глядя на меня с любовью и восхищением. Правда была в том, что независимо от того, что случилось 38 лет назад, Ваня был моим сыном. Это я качал его на руках, когда у него болел живот, утирал его слезы, когда он падал с велосипеда. Я учил его плавать в Волге, быть честным, уважать старших. Это я был рядом с ним в каждый важный момент его жизни. Кровь в его жилах могла быть кровью Андрея, но человек, которым он стал, ценности, которые он нес, это было мое наследие. И этого у меня никто не мог отнять. Когда я вернулся, в доме было тихо и пусто. Я сел в свое кресло на веранде, глядя на реку. И впервые за 3 недели я почувствовал что-то вроде умиротворения. Не полного, не окончательного, но начало понимания. Жизнь сложна. Люди совершают ошибки, хранят тайны, причиняют боль тем, кого любят. Но они также любят, защищают,
строит что-то прекрасное на обломках своих ошибок. Маша любила меня, в этом я был уверен. Она выбрала наш брак. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы построить семью, воспитать Ваню в любви. Андрей совершил худшее из предательств, но он также уважал установленные границы. Он был дядей, никогда не пытаясь занять мое место. Он молча нес свою вину все эти годы. А Ваня был просто моим сыном, независимо от биологии. Моим сыном в единственном смысле, который действительно имеет значение. Что я буду делать с этой правдой, я еще не знал. Расскажу ли я Ване, прощу ли до конца Андрея, смогу ли я оглядываться назад без боли. Но в ту ночь, сидя на веранде и глядя на реку, я почувствовал, что, может быть, впереди есть путь. Трудный, болезненный, но путь, который в конечном итоге может привести к какому-то подобию мира. Река продолжала свое течение. А я, Григорий, 78-летний вдовец, отец сына, который, возможно, был мне не родным по крови, но родным по сердцу, глубоко вздохнул и приготовился к самому трудному разговору в своей жизни. Разговору с человеком, которого я всю жизнь называл своим сыном. Неделя после разговора с Андреем пролетела как в тумане. Андрей не появлялся. Я слышал от соседа, что он уехал в Ярославль. Вроде как нашел там подработку гидом. А может, просто решил дать мне время. Ваня позвонил в среду, чтобы подтвердить свой приезд на выходные. Приедет с Павликом. «Пап, ты должен приехать к нам в Москву», — сказал он в конце разговора. «Дом большой, место есть. Павлику дед рядом нужен, а мне будет спокойнее, что ты не один». Предложение было заманчивым, но я лишь отмахнулся. «Подумаю, сынок». Когда я повесил трубку, решение созрело. Я должен рассказать ему правду. Я больше не мог нести этот груз в одиночку. Он заслуживал знать. Пусть это будет больно. Пусть он возненавидит меня за то, что я разрушил его воспоминания. Но как? Как найти слова? В пятницу вечером я услышал, как у ворот остановилась машина. Сердце заколотилось. Приехали. Я натянул на лицо улыбку и вышел их встречать. Ваня высокий, крепкий, уже с проседью в волосах, крепко обнял меня. «Плохо ешь, пап, похудел», — проворчал он. Из машины выскочил 7-летний Павлик и тоже бросился ко мне на шею. «Деда, я тебе новую гитару покажу!» — закричал он. Музыка. Талант передавался из поколения в поколение. От Андрея к Ване, от Вани к Павлику. Кровь говорила громче, даже когда никто не знал правды. За ужином мы болтали, как обычно. Я смотрел на них и не мог найти в себе силы разрушить этот вечер, эту семейную радость. Не сейчас. Когда Павлик уснул, Ваня вернулся на кухню, взял полотенце и стал помогать мне мыть посуду, как в детстве. «Ты странный, пап. Что-то тебя гложет, да? Такой наблюдательный мой Ваня». «Надо поговорить, сынок», — сказал я. «Но не сегодня. Завтра. Если что-то серьезное, давай сейчас». Я глубоко вздохнул. Момент настал. Это о твоей матери, о том, что я нашел после ее смерти. Мы сели в гостиной. Я достал шкатулку, открыл ее и положил на стол пожелтевшие письма. «Это письма», — не нужно, пояснил я.
Письма, которые твоя мать хранила почти 40 лет. Письма от Андрея, твоего дяди. Лицо Вани изменилось. От дяди Андрея? Зачем ей хранить его письма? Потому что у них был роман, Ваня, короткий роман. В 74-м году. Прямо перед твоим рождением. Тишина, что последовала за моими словами, была оглушительной. Я видел, как в его голове все складывается в страшную картину. Ты хочешь сказать, что мама и дядя Андрей... Да, у них была связь, пока я уезжал на рыбалку. Письма не оставляют сомнений. Ваня дрожащей рукой взял одно из писем. Его глаза бегали по строчкам, расширяясь от ужаса. «Боже мой!» — прошептал он, уронив письмо на стол, словно оно обожгло ему пальцы. «Ты хочешь сказать, что я... что ты... что я могу быть сыном Андрея?» «Да», — закончил я за него. Мой голос дрогнул. «Письма говорят о том, что твоя мать забеременела во время их романа. Не от меня». Ваня вскочил, прошелся по комнате, схватившись за голову. «Этого не может быть. Зачем ты мне это показываешь? Сейчас? Когда мамы уже нет, она не может ничего объяснить». «Я нашел их чуть больше месяца назад», — спокойно объяснил я. «Я был в таком же шоке, как и ты сейчас. Я поговорил с Андреем, и что он сказал? Я пересказал ему наш разговор». Ваня слушал молча, уставившись в одну точку. «Он не отрицал», — закончил я. «Подтвердил, что у них был роман, что они подозревали, что ты можешь быть его сыном, но никогда не были уверены. И что твоя мать сама все прекратила еще до твоего рождения. Она выбрала нашу семью». Ваня снова сел, внезапно обессиленный. В его глазах стояли слезы. «Зачем ты мне это рассказал, пап? Что это меняет?» Вопрос ударил меня наотмашь. «И правда, зачем?» «Ты заслуживаешь знать правду», — ответил я наконец. «Я думал не говорить. Но, в конце концов, я решил, что не могу принимать это решение за тебя». Он медленно кивнул, все еще опустошенный. «И что ты ждешь от меня? Чтобы я перечеркнул всю свою жизнь? Перестал называть тебя отцом?» В его голосе была такая неприкрытая боль. Может, я совершил ужасную ошибку? «Нет», — твердо ответил я, протянув руку и коснувшись его плеча. «Я ничего этого не жду. Я твой отец, Ваня. Всегда был и всегда буду. Кровь — это не главное. Я тот, кто вырастил тебя, кто любил тебя все эти годы. И этого у нас никто не отнимет». Слеза скатилась по его щеке. «Тогда зачем? Зачем все это ворошить?» «Потому что правда имеет значение, сынок», — медленно проговорил я, подбирая слова. «Даже когда она причиняет боль, правда освобождает. Освобождает от жизни во лжи». Он долго молчал, глядя на письма. Наконец он поднял на меня глаза, и в них была смесь боли и решимости. «Ты мой отец», — твердо сказал он. «Всегда был и всегда будешь. Неважно, что в этих письмах. Неважно, что случилось 38 лет назад. Ты тот, кто научил меня всему, что я знаю. Кто показал мне, как быть настоящим мужчиной. Вот что значит быть отцом». У меня в горле встал ком. Я не ожидал такой реакции. «Ты не представляешь, какое облегчение я чувствую, слыша это», — признался я срывающимся голосом.
Я так боялся тебя потерять». Ваня подвинулся ближе и обнял меня за плечи. Теперь он утешал меня. «Ты никогда меня не потеряешь, пап. Ты мой герой. Всегда им был». Мы сидели так несколько минут, бок о бок, впитывая новую реальность. Реальность, в которой мы знали правду, но выбрали любовь. Где узы, созданные за целую жизнь, оказались важнее крови и ошибок прошлого. «А дядя Андрей?» — нерешительно спросил Ваня. «Как думаешь, нам стоит сделать тест ДНК?» Вопрос повис в воздухе. «Только если ты этого хочешь», — искренне ответил я. «Для меня это ничего не изменит. Ты мой сын, с тестом или без. Но если тебе это нужно для душевного спокойствия, мы можем это сделать». Он задумался на мгновение, а потом покачал головой. «Нет, мне не нужна бумажка, чтобы знать, кто мой отец. Я и так знаю. Всегда знал». Эти слова растопили последний лед в моей душе. «А мама?» — спросил он тише. «Ты смог ее простить?» Это был самый сложный вопрос. «Твоя мать совершила ошибку», — медленно ответил я. «Серьезную ошибку. Но она также провела остаток своей жизни, пытаясь ее искупить. Была лучшей женой и матерью, какой только могла. Мы прожили вместе почти 40 лет после той ошибки, Ваня. 40 лет любви, товарищества, общей жизни. Было бы несправедливо позволить нескольким месяцам слабости перечеркнуть все остальное». «Значит, ты простил». Я подумал о Маше, которую знал всю жизнь. «Да», — ответил я, чувствуя, как с плеч спадает тяжелый груз. «Я простил. Это было нелегко. Но жизнь слишком коротка, чтобы носить в себе обиды, сынок. Любовь, которая была между нами, оказалась сильнее ее ошибки». Ваня улыбнулся. Грустной, но искренней улыбкой. «Ты удивительный человек, пап. Не знаю, хватило бы у меня сил на твоем месте». «Хватило бы», — с убеждением сказал я. «Потому что в тебе лучшее от нас обоих. Ее сила и моя способность прощать и двигаться дальше, несмотря на раны». Мы проговорили до поздней ночи. Когда мы, наконец, разошлись спать, я почувствовал покой, которого не испытывал с тех пор, как нашел те письма. Тайна была раскрыта. Она больше не давила на меня. И самое главное, я не потерял сына. Наоборот, наша связь стала только крепче. На следующий день проснулся Павлик и с самого утра играл нам на гитаре. Мы сидели втроем на веранде, и Ваня время от времени бросал на меня понимающие взгляды. Мы были отцом и сыном. Мы были семьей в самом глубоком и истинном смысле этого слова. Итак, под солнцем Тутаева, под тихий шепот Волги мы начали писать новую главу нашей истории. Главу, основанную на правде, принятии и любви, которая способна пережить любые ошибки прошлого. Жизнь, как и река, продолжала свое течение, а мы, хрупкие люди, со своими ошибками и победами, плыли по ней, стараясь сделать все, что в наших силах, с теми картами, что раздала нам судьба. После тех выходных жизнь в Тутаеве потекла своим чередом, тихим и размеренным, как воды Волги после половодья. Буря миновала. Разоблачение, выяснение отношений, принятие — все это пронеслось так стремительно, что порой я просыпался и думал:
не приснилось ли мне все это. Но письма, теперь уже спрятанные в дальний ящик комода, были молчаливым свидетельством того, что все было наяву. Дни сменяли недели, недели, месяцы. Знойное лето уступило место прохладным осенним вечерам. Жизнь упрямо продолжалась. Я все так же открывал по утрам лавочку, болтал с покупателями о подъеме воды в реке, о политике, о новостях из столицы. А по вечерам сидел на веранде с чашкой чая, глядя на огни, отражающиеся в темной воде, и думал обо всем и ни о чем. Ваня звонил каждое воскресенье, как и всегда. Но теперь в наших разговорах появилось что-то новое. Какая-то глубина, честность, которой не было раньше. Он рассказывал о своих учениках в музыкальной школе, о трудностях воспитания сына в одиночку. Его жена уехала попытать счастье в другой город. Я слушал, советовал, когда мог, делился своим опытом. «Пап, может, переедешь к нам в Москву?» — предложил он однажды в декабре. «Дом большой, комната для тебя есть. Павлик будет счастлив, да и мне спокойнее, что ты тут не один». Предложение было заманчивым. Одиночество давило, особенно дождливыми вечерами, когда дом казался слишком большим, слишком пустым, без Маши, без звуков Ваниной гитары. «Я подумаю, сынок. Но пока мне и здесь хорошо. У меня лавка, друзья, вся жизнь, которую я построил. А вы с Павликом приезжайте, когда захотите». Он не настаивал. Таков был мой Ваня. Всегда уважал чужие решения. Андрей вернулся из Ярославля через 2 недели после того разговора с сыном. Он появился на моем пороге в воскресный день, худой, осунувшийся, с опущенными плечами, словно нес на себе невидимый груз. «Можно, Гриша?» — спросил он, не поднимая глаз. Я молча посторонился. Я не разговаривал с ним с той ночи, когда выложил перед ним письма. Часть меня все еще злилась, чувствовала боль предательства, которая, возможно, никогда не утихнет до конца. Но другая часть, та, что помнила наши детские игры, совместные рыбалки, его поддержку после смерти Маши, эта часть хотела двигаться дальше. «Как ты?» — спросил он, садясь на стул на кухне, где он сидел столько раз, когда все было просто, когда мы были просто 2 братьями. «Потихоньку», — ответил я. «А ты как?» Он устало махнул рукой. «Приехал не об этом говорить, Гриша. Я говорил с Ваней. Он звонил мне несколько дней назад. Сказал, что ты показал ему письма». Я удивленно кивнул. Ваня решил сам позвонить Андрею. Мы не обсуждали это. «И что он тебе сказал?» — спросил я. Андрей вздохнул, провел рукой по лицу. «Сказал, что ты его отец, и ничего этого не изменит. Что он не хочет никаких тестов ДНК, не хочет больше копаться в этой истории. И что мы должны жить дальше, втроем, как семья, которой мы всегда были». У меня перехватило горло. Мой Ваня всегда удивлял своей зрелостью, своим умением прощать. И как ты воспринял это? Андрей впервые с тех пор, как вошел, посмотрел мне прямо в глаза. С облегчением, с благодарностью и с глубочайшим стыдом за то, что я сделал столько лет назад. «Ваня, твой сын, Гриша», — срывающимся голосом продолжил он, — «во всех смыслах, которые имеют значение.
Я, может, и дал ему кровь, но это ты его вырастил. Ты его любил, ты сделал из него того человека, которым он стал. И за это я буду тебе вечно благодарен». Его слова застали меня врасплох. Я ждал оправданий, может, даже попытки как-то разделить отцовство. Но мой брат стоял передо мной, признавая, что настоящий отец я. «Спасибо, что сказал это», — ответил я тише, чем хотел. «Для меня это много значит». Снова молчание. «Что теперь, Гриша?» — спросил, наконец, Андрей. «Между нами мы сможем когда-нибудь это преодолеть? Снова стать братьями?» Этот вопрос я и сам себе задавал. «Не знаю, Андрей», — честно ответил я. Часть меня все еще кипит от злости. Но другая часть помнит, что жизнь слишком коротка, чтобы копить обиды. Что мы — единственное, что осталось от нашей семьи. И что, несмотря ни на что, ты мой брат. Он кивнул, и в глазах его блеснули слезы. «Я пойму и приму любое твое решение. Если хочешь, чтобы я ушел и больше не появлялся, я уйду. Я просто хотел, чтобы ты знал. Мне жаль так, как не выразить словами. Я смотрел на этого человека, моего брата по крови, постаревшего, раздавленного грузом вины. Гнев, который я чувствовал, когда нашел письма, все еще был там, но он ослаб, размытый временем и пониманием человеческой хрупкости. «Я не попрошу тебя уйти, Андрей», — решил я в тот момент. «Мы слишком стары, чтобы начинать войны. Давай попробуем. Попробуем восстановить то, что осталось. Шаг за шагом». Облегчение на его лице было почти осязаемым. «Спасибо, Гриша. Я сделаю все, чтобы заслужить этот второй шанс». В тот вечер мы пили чай, говорили о пустяках. Когда он уходил, наше прощальное объятие было еще неловким, напряженным. Но это было начало. Следующие месяцы были временем привыкания. Ваня стал приезжать чаще, наполняя дом смехом и музыкой. Андрей тоже заходил. Сначала осторожно, но постепенно возвращаясь в нашу жизнь. Все было не так, как прежде. И никогда бы уже не стало. Но это было что-то новое и, может быть, даже более настоящее. Потому что оно было построено на правде, а не на тайнах. В апреле следующего, 2013 года, Ваня огорошил нас новостью. «Пап, я решил принять то предложение о работе в Европе. Уезжаю на год в Испанию, в Барселону, в знаменитую консерваторию. Павлик едет со мной». Новость была как гром среди ясного неба. Год вдали. Сын, внук на другом конце света. «Это прекрасная возможность, сынок», — сумел выдавить я, пряча грусть. «Ты заслужил. Но я беспокоюсь, как ты тут один», — нахмурился он. «Поэтому я хотел предложить, может, продашь лавку, дом и поедешь с нами хотя бы на несколько месяцев». Предложение застало меня врасплох. Я в свои 78 в Европу? Оставить Тутаев, Волгу, всю свою жизнь? Это казалось безумием. Но, с другой стороны, что меня здесь держало? Маши больше нет. Лавка едва приносила доход. Дом был слишком велик для старика. «Я подумаю», — пообещал я. Андрей, который был с нами в тот день, молчал. И только когда Ваня ушел укладывать Павлика, он сказал: «Тебе стоит поехать, Гриша.
посмотреть мир. Ты заслужил это после всей жизни тяжелого труда. И что я буду делать в Испании, Андрей? Старик, который из Тутаева почти не выезжал. Ваня будет рядом. А ты всегда был сильнее, чем думаешь. Помнишь, как умер отец, и ты, 18-летний пацан, взвалил на себя всю семью? Все говорили, что ты не справишься. А ты справился. Его слова тронули меня. Я и правда сталкивался с вызовами посложнее. Я пообещал подумать, но семя было брошено. В последующие недели я ловил себя на том, что читаю об Испании, расспрашиваю знакомых, у которых там родственники. Ваня прислал фотографии Барселоны. Идея росла, крепла. А почему бы и нет? Однажды июньским вечером я принял решение. Сел на камень на берегу Волги, глядя на бегущую воду. «Что бы ты сделала, Маша?» — спросил я вслух. Ответа не было. Но я почему-то почувствовал умиротворение. Маша всегда мечтала путешествовать. Может, теперь я смогу исполнить эту мечту за нас обоих. Вернувшись домой, я позвонил Ване. «Согласен, сынок. Я еду с вами». Радость в его голосе была непередаваемой. Может, это именно то, что мне было нужно. Новое начало. Начались месяцы суеты, продажа дома, лавки, оформление документов. Андрей стал моей правой рукой. В один из таких дней, разбирая старые вещи, я нашел еще одну коробку. В ней лежали письма, которые мы с Машей писали друг другу, когда были женихом и невестой. Я тогда на полгода уезжал на заработки в Ярославль. Я сел на пол и читал, и слезы текли по моему морщинистому лицу. Ее аккуратный почерк, мои неуклюжие, но искренние ответы. «Мой Гришенька», — писала она в 69-м, «каждый день вдали от тебя кажется вечностью. Я мечтаю о дне, когда мы будем вместе навсегда, в нашем домике у реки. У нас будут дети, Гриша. Мальчики сильные, как ты, и девочки умные, как я. Мы будем счастливы, любимый. Я уверена. И мы были счастливы, Машенька, несмотря ни на что. У нас был наш домик. У нас был Ваня. Мы были счастливы по-своему, несовершенно, по-человечески. Я спрятал эти письма в маленькую шкатулку. Они поедут со мной. Когда я рассказал Андрею о письмах, он молча слушал, опустив глаза. «Она любила тебя, Гриша», — сказал он наконец. «Никогда не сомневайся в этом. То, что было между нами, — ошибка. Но любовью всей ее жизни был ты. День отъезда настал быстрее, чем я ожидал. Октябрь 2013 года. Почти год с того дождливого дня, когда я нашел шкатулку, изменившую все. Дом был пуст, продан молодой семье. Утром, перед отъездом в аэропорт, пришел попрощаться Андрей. В руках он держал сверток. «Это тебе», — сказал он, — «на память». Внутри была искусно вырезанная из дерева рыбка. «Лещ», — пояснил я Ване и Павлику. «Таких мы с дедом Андреем ловили в детстве». «Он такой же, как на той картине в гостиной», — воскликнул Павлик. Ваня улыбнулся. Он знал историю о самом большом леще, пойманном мной, предмете моей гордости. «Спасибо, Андрей», — искренне поблагодарил я, растроганный подарком. «Береги себя там, в Испании», — улыбнулся он грустно. «И возвращайся. Волга будет скучать».
Мы обнялись. Крепко, не так, как в прошлый раз. В этом объятии было прощение, принятие, понимание, что, несмотря на все ошибки, мы — семья. «Присмотри за домом», — попросил я, хоть дом был уже не мой. «И за рекой», — усмехнулся он, смахивая слезу. «Можешь не сомневаться, брат». Дорога в аэропорт прошла в молчании. Я смотрел в окно на проносящиеся мимо знакомые пейзажи. Столько всего оставалось позади, но и впереди было столько же. Новая страна, драгоценное время с сыном и внуком, второй шанс на жизнь. Когда самолет взмыл в воздух, я почувствовал смесь страха и восторга. В 78 лет я начинал новое приключение. «Все в порядке, пап?» — спросил Ваня. Я улыбнулся ему. Человеку, который, независимо от крови, всегда будет моим сыном. Моей главной гордостью. Моим наследием. Все в порядке, сынок. Лучше, чем было за долгое время. И впервые за этот год я понял, что это правда. Я был в порядке. Я пережил шторм и теперь плыл в спокойные воды, к новому неизведанному горизонту. Друзья мои, те, кто дослушал до конца. Это история старого Григория, рыбака с Волги, отца Ивана, деда Павлика. История о любви и предательстве, о тайнах и правде, о прощении и новых началах. История, похожая на многие другие, что случаются в нашей жизни. Если мой рассказ тронул ваше сердце, знайте, никогда не поздно простить, принять и начать все с чистого листа. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. Как река, что течет, не оглядываясь, мы должны двигаться вперед, принимая свое несовершенство. Мы ошибаемся, раним и бываем ранены, но мы также любим, строим и оставляем свой след в этом мире. От всего сердца благодарю вас за то, что выслушали меня. Пусть Бог хранит вас и дарует мир в бурных водах вашей собственной жизни. До следующей истории, друзья мои.